Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменские авиалинии приостановили полеты в Москву. В Либабе приступят к работе более 500 молодых педагогов. Туркменистан наращивает газовый потенциал на месторождении Галкыныш и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов утвердил туркменский состав межправительственной комиссии по вопросам определения линий прохождения государственной границы между Туркменистаном, Республикой Узбекистан и ее обозначения на месте, подписав соответствующее постановление во вторник. Авиакомпания «Туркменистан» сообщила о приостановлении с 1 августа рейсов по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад. Полеты в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад. Все билеты, приобретенные на рейсы по направлениям Москва-Ашхабад и Ашхабад-Москва, действительны для перелета по маршруту Казань-Ашхабад и Ашхабад-Казань. Для пассажиров, имеющих билеты по направлению Москва-Ашхабад, будет организован комфортабельный бесплатный трансфер в аэропорт Казань и из аэропорта Казань в Москву для прибывающих из Ашхабада. Пассажиров просят прибывать в аэропорт Домодедово за 3 часа до времени вылета, указанного в билете, и следить за обновлениями. Министерство образования Туркменистана направило 523 молодых специалиста для работы в образовательных и воспитательных учреждениях Либабского вилаята. В эти дни молодые специалисты проходят обучающие курсы, организованные вилаятским образовательным отделом. Туркменистан, обладающий 4-м в мире запасом природного газа, продолжает развивать свою нефтегазовую отрасль и экспортный потенциал. Особое значение придается промышленному освоению крупнейшего в мире газового месторождения Галкыныш, запасы которого оцениваются почти в 23 триллионов кубометров. Сегодня это месторождение является гарантом надежного обеспечения сырьем международных проектов, в том числе межгосударственных газопроводов Туркменистан-Китай и Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. В настоящее время месторождение Галкыныш находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации, и в дальнейшем темпы отбора газа будут возрастать. Для делегации Китайской Народной Республики, которая находится с визитом в Туркменистане, была организована экскурсия в Национальный музей туркменского ковра. Также члены делегации ознакомились с новым городом Аркадак, где им подробно рассказали об инновационных технологиях, лежащих в основе создания города. Далее гости посетили международный конно-спортивный комплекс, где смогли воочию убедиться в непревзойденной красоте ахалцикинских скакунов. В киноконцертном центре «Ватан» в Ашхабаде прошел концерт оркестра Тахира Атаева «Рок-хиты», на котором звучали известные зарубежные песни в симфонической обработке. Одним из самых ярких моментов концерта стало исполнение оркестром саундтрека из фильма «Паганини. Скрипач дьявола». Это произведение вызвало восхищение у слушателей своей красотой и сложностью. По просьбе публики оркестр повторил его на бис. Компания Sony запустила бета-тестирование следующего крупного обновления для игровой консоли PlayStation 5. Прошивка будет доступна для ограниченного числа пользователей, зарегистрировавшихся в специальной программе. Среди основных нововведений Sony выделяет возможность настройки громкости или отключения сигнала запуска консоли, который издавался при включении или перезагрузке устройства. Также заявлена поддержка технологии Dolby Atmos, которая позволит создавать объемный звук на совместимых телевизорах, саундбарах и домашних кинотеатрах. В Казахстане после почти 20-летнего перерыва вновь с успехом прошел международный музыкальный фестиваль «Голос Азии». Выступления участников фестиваля проходили на высокогорном открытом катке Медео в окрестностях Алматы. Для участия в празднике музыки в республику прибыли известные казахстанские актеры, эстрадные исполнители, блогеры и общественные деятели. В городе Чолпан-Ата на берегу озера Иссык-Куль в Киргизстане завершился международный турнир «Киргизстан Open 2023» по ушу-саньдай рукопашному бою, на котором туркменские спортсмены показали отличные результаты и заняли 18 призовых мест. На турнире, который проходил в спорткомплексе «Газпром Детям», выступали более 600 участников из 10 стран в дисциплинах поединок среди разных возрастных и весовых категорий и самооборона среди мужчин и женщин. Туркменские ушуисты завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей. Санкт-Петербургский «Зенит» обратился к Леверкузенскому «Байеру» с предложением об обратном трансфере нападающего Сердара Азмуна. Подробности возможного возвращения 28-летнего форварда в петербургский клуб не сообщаются. Известно только, что речь идет о летнем трансферном окне. Иранский футболист туркменского происхождения выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 годы.
На счету форварда 62 гола и 17 голевых передач в 104 матчах за сине-бело-голубых. В прошлом сезоне Азмун забил 4 гола и сделал одну результативную передачу в 23 матчах Бундеслиги. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.